Как долго одинокая бабушка находилась в закрытой квартире без должного ухода и присмотра, а главное без еды, неизвестно. Человек, преодолевший военное лихолетие, прошедший жизненный путь длиной в 94 года, остался брошенным на произвол судьбы. К такому выводу пришли все те, кому удалось побывать в квартире труженицы тыла, вдовы ветерана Великой Отечественной войны Сабили Расулевой. Первыми забили тревогу соседи, которые поначалу и не подозревали, что рядом с ними находится человек, нуждающийся в помощи. Женщины ходили. Более-то я не вникала, кто идет. Они вот часто звонят: открой, открой, открой. А так не знаю. С какого времени? Ну да, зиму все вот это она закрыта была. Нет, что она вот совсем без продуктов находится, вы знали об этом? Нет. Нет, вот, ну они же ходят, я думаю, ну ходят то, что у них ничего в руках нет. Ну что идешь, что-то несешь, а не знаю. Мужчина ходил к ним. Редко, но не всегда ведь видишь, кто есть кто. К ней я не ходила, потому что она всегда закрытая была, и мы мало общались. У Сабили Расулевой нет своих детей. Когда-то к ней приходил социальный работник, приносил продукты питания, оплачивал коммунальные услуги. Соцработник даже сверх своих должностных обязанностей еще ее и купала. Все было нормально. Затем, когда у бабушки были деньги, еще и квартплату мы оплачивали. Затем родственники начали получать пенсию, и там ей давать в месяц где-то 1000 рублей. Вот на эту 1000 рублей она должна была за услуги заплатить, ну не за услуги, а за услуги социального работника. И на остатки покупать продукты, из чего приготовить еду. Вскоре в социальную службу поступило заявление об отказе от услуг социального работника. В мае прошлого года, 2015 года, поступило к нам заявление, пришла племянница, которая проживает в Старом Сибае по адресу Гагарина, 54, и написала заявление. Там написано, что она обязуется ухаживать за ней, должный уход обеспечить, и забирает бабушку Расулеву к себе для совместного проживания в Старый Сибай. Получается, в услугах социального работника они отказались. По словам соседей, все это время Сабиля Файзуловна Расулева жила в своей квартире. Никто и никуда ее не увозил. И лишь случай затопления соседей поспособствовал разрешению ситуации. История вызвала огромный резонанс и собрала так много откликов в социальной сети, что на нее обратили внимание журналисты федерального канала НТВ. Сегодня на двери квартиры вдовы ветерана висит записка о том, что Сабилю Файзуловну племянницы увезли в Уфу. Подобных случаев, когда пожилые люди остаются брошенными и никому не нужными, в стране предостаточно. Как оказалось, даже имея родных детей, защитить себя пожилые могут на законных основаниях. Специального закона о защите граждан пожилых и одиноких, к сожалению, нет. Поэтому эти отношения регулируются законом об основах социальной защиты. Пожилым людям, естественно, положено и социальное обслуживание, и уход при необходимости в стационаре. Причем обратиться за получением социальной помощи могут не только сами пожилые люди, не только их родственники, но и уполномоченные органы. Это, например, органы местного самоуправления, администрация, правоохранительные органы. Поэтому, если есть неравнодушные граждане, которых волнует судьба одиноких пожилых людей, то могу им рекомендовать обратиться либо в местную администрацию, либо в прокуратуру. В том случае, если прокуратура или полиция обнаружит нарушение прав граждан, причинение им какого-то вреда, ущерба жизни или здоровью, если в действиях родственников, которые не оказывают должного ухода, обнаружатся признаки преступления, естественно, им грозит уголовное наказание. Кроме того, поскольку такие ситуации обычно возникают, как правило, с корыстной целью, да, родственники там имеют виды на квартиры пожилых людей, на другое имущество. Здесь можно сказать, что если сделка по передаче имущества заключена гражданином, который оказался в таких сложных жизненных условиях, находится под воздействием или в каких-то обстоятельствах, которые угрожают его жизни, такие сделки при необходимости заинтересованными лицами могут быть оспорены в суде. Поэтому родственники, которые не несут должного ухода за своими пожилыми бабушками, дедушками, особенно с корыстной целью, они, конечно, очень сильно рискуют. Испугаются ли люди, потерявшие совесть закона? В подобных случаях остается надеяться только на общество. Ведь, как оказалось, помочь изнеможенному человеку смогут лишь неравнодушные окружающие его люди. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.